Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Интервью с чемпионом». И сегодня у нас в гостях победитель первенства России по боксу Хамзат Варгиев и тренер по боксу Магомед Булгучев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хамзат, мы поздравляем тебя с этой блестящей победой. Вот расскажи про свой последний турнир, где ты участвовал и что это за турнир был. Я участвовал на турнире Кошкина, там я провел 3 боя досрочно. Выиграли это. Вот расскажи про своих соперников. Вот какой соперник был самый сложный для тебя? Соперники были очень сложные, в финале был самый сложный бой. А ты раньше с ним встречался на других турнирах? Раньше не было такого, не встречался. А среди трех соперников были ребята, с которыми ты пересекался? Не было. До того, как ты выехал на этот турнир, вот расскажи, сколько ты времени готовился к этому турниру и где ты готовился? 2 месяца я готовился в селе Сокопче. У себя в зале, да? Да, Вот как тебя тренер настраивал к боям? настраивал очень хорошо. Магомед, вот смотри, Хамзат очень хорошо выступил на этом турнире. Вот какую бы ты оценку дал его выступлению? После первенства России мы отдохнули 10 дней. После отдыха мы начали подготовку на турнир Кошкина. Это среди этих годов, среди юношей, там самый такой престижный турнир, там хороший турнир из сильнейших турниров. Подготовка пошла нормально, вроде усиленно тренировались. Выехали на турнир, и в целом Хамзат хорошо выступил, так я был доволен. А вот помимо Хамзата были еще ребята с вашего зала, которые участвовали в этом турнире? Да, были, конечно. Белхороев Саид был еще. Хамзат там новую весовой категории боксировал, 42 килограмм в этом турнире. А до этого на первенство России он 40 килограмм выиграл. То есть, получается, весогоночный процесса не было, да? Нет, так не было. Там 1 килограмм всего лишь. А этот Саид 46 килограмм боксировал, Белхороев. Он там хорошие бои провел тоже. Он вторым стал, там серебряным призером стал. Но тоже хороший результат. Да, конечно, хороший. Ну, он травмирован был. За 10 дней он подготовил, за 10 дней, короче, он стал там вторым. А вот если брать сборную Ингушетии, сколько еще ребят было от Республики Ингушетия на этом турнире? Ну, только 2. Только 2 человека? И Саид, да. Саид Ахмед. И вот до этого турнира, как ты уже сказал, Хамзат выступил на первенстве России. Ты впервые выступал, да, Хамзат? Да, впервые. Вот расскажи, как ты там выступил. Вот волновался? Все-таки первый такой большой твой турнир. Да, волнение было немножко. Выступил хорошо. А как ты отбирался на первенство России? Отбор я сначала выиграл СКФО, потом подготовился, тренировался и потом на Россию пошел. Вот расскажи про свои бои, которые ты провел на первенстве России. Тяжело было? У меня было 5 боев там, тяжело было очень. Финальные и полуфинальные бои очень тяжелые были. Вот расскажи в целом подробно про свои 5 поединков. Как ты выиграл в этих боях? Первый бой я выиграл со счетом 5-0. Второй бой я в 3-м раунде уже закончил досрочно. Третий бой уже. Единогласно, все равно. Третий бой я уже выиграл 5-0 досрочно. 4-й тоже 5-0. И финальный тоже 5-0. А какой самый сложный был поединок? Самый сложный был в финале. Почему? Потому что он был то же самое, как и я, идущий выиграл. И со мной он встретился. Я с ним боролся 3 раунда. То есть, получается, Хамзат, в своих боях ты пытаешься быть первым номером, да? Да. Вот смотри, сложнее с каким соперником, который тоже хочет атаковать, или с тем, который защищается больше? Мне сложнее, наоборот, с тем, кто хочет больше атаковать. Непривычно бывает, да? Да. И насколько я знаю, Магомед, это впервые, да, что ингушский спортсмен выиграл именно в этом весе? Но в этом весе победителя не было у нас. В республике истории не было. То есть это, получается, историческое событие для нашего бокса? Да, конечно. Тем более провел 5 боев, хороших, жестких 5 боев. Первый раз участвовал на России. А участников много было именно в этом весе? 27 участников. 27 человек? Да. И среди них всех Хамзат стал лучше? Да, конечно. Там были призеры прошлого года России. Призеры России были. Там 3 номера были в этом весе. Там прошлого года. Всех выиграл, без вопросов выиграл, без сомнений. И насколько я знаю, Магомед, ты совсем недавно начал тренерскую деятельность, да? Да, Вот ты ожидал, что твой подопечный так быстро выиграет
Такой серьезный турнир. Не ожидал, конечно. За 1 год он всего лишь тренируется 1 год. И 1 год? Да, когда он Россию выиграл, он всего лишь 1 год тренировался. Ну, когда он пришел в секцию на зале, ну, отец у меня там директором работал, Тимур Булгучев, он заметил, что он будет хорошим боксером, и сказал, дал мне совет, поработай с пацаном, и он станет чемпионом, там, хорошим боксером станет. Я поработал физически, тактически, психологически, да, поработал, и пацан стал, и Хамзат стал хорошим. Вот помимо Хамзата, результат. Вот помимо Хамзата есть еще такие талантливые ребята? Да, есть, конечно, на зале есть, конечно. Просто вопрос времени просто. Сейчас мы готовимся, вроде работаем с пацанами. А вот тяжело работать? Раньше становится чемпионом, кто-то позже. А сложная работа, именно тренерская работа? Конечно, сложная, да. Нелегко, конечно, особенно психологически сложно. Вот ты сам, Магомед, очень долгое время выступал и в любителях, и в профессиональном боксе, да, вот. Сложнее тренировать ребят и стоять там в углу, да, наблюдать, как кто подопечный дерется, или самому вот легче выйти и подраться? Конечно, самому легче тренироваться там. Работа тренера — это очень сложная работа. Морально, да? Да, конечно. В любом виде спорта тренеру это очень сложная работа, ответственная работа. Ну, у тебя есть еще поддержка со стороны отца, Тимур Булгучев, известный тренер по боксу. Вот, да. Он тебя настраивает, помогает тебе как-то в работе? Он всегда, почти на каждом тренировке советы мне дает, полезные советы дает. Я беру советы, там, и вроде получается нормально. Ну, мы видим, что получается. Да, конечно, да, результат идет. Так как моя школа, это школа Тимура, от отца, школа отца, так. Поэтому мы развиваемся. И тем более эта школа открыта совсем недавно, да? Да, недавно открыта, там, 4-й год, конец 19 году, по-моему, открыли. Ну, смотри, Магомед, если в общем так говорить, вот активно приходят дети в зал, ну, с села? Да, конечно, там много ребят тренируются, особенно в боксе. Любят бокс, да? Да, у меня примерно там 50-60 человек в общем, если все вместе. Когда все бывают на тренировку, ну, короче, все приходят на тренировку. Это одна группа? Да, одна группа, в общем. А много групп? Так я в общем, я две группы тренирую. И получается, за эти 4 года лучший результат показал пока что Хамзат, да? Да, конечно. Пока Хамзат показал самый лучший результат. Хамзат, в этих годах. Хамзат, если говорить про твою боксерскую карьеру, вот расскажи, как ты вообще пришел в бокс и почему ты именно этот вид спорта выбрал для себя? Сначала я занимался борьбой 3 года, там у меня ничего не получилось. Потом я захотел боксом, сам интерес появился, зашел в бокс, тренировался, сделал за 1 год такой результат. Понял, что это твое, да? Да, я понял, что это мое. Вот когда вообще возникла такая мысль именно вот попробовать себя в боксе? Тебя кто-то подтолкнул к этому или ты сам все-таки решил? Меня подтолкнули. Да. Родители, друзья. Предложили попробовать себя, да? Да. Вот смотри, ты занимаешься год боксом, да? Вот расскажи про свои турниры, которые у тебя были за этот год. И ты помнишь, что первый турнир, где ты выступил? Первый турнир у меня был район в селе Сагопич, там я выиграл. Второй турнир у меня был тот же самый район. Третий у меня был в Ессентуки район, потом в Тарнаус, потом Республика, потом СКФО и потом Россия. То есть, получается, больше 7-8 стартов у тебя было, да? Да. За год. То есть это нормально, Магомед, что вот в таком юном возрасте Хамзат уже выступил уже на стольких турнирах? Не, вроде у нас такого результата не было, конечно, что он ни одного боя не проиграл вообще, как начал боксировать на ринге. Везде побеждает? Везде побеждал, да. Вообще ни одного боя не проиграл. У него 28 боев или 29 боев, все 29 он выиграл. Вроде пока так стабильности не было пока подряд, как выиграет. Он выигрывает.
Для спортсмена это тяжело, вот, когда он просто идет, вот за год сделал такой результат, 28 боев, вообще не проиграл. Это психологически тяжело для спортсмена? Ну, как сказать, так, он пока молодой, пока не понимает. Так, я не думаю, что тяжело. Если не давить, психологически не давить его, да, он будет хорошо чувствовать себя. Хамзат, смотри, ты уже говорил, да, что у тебя было где-то 7-8 стартов. Вот какой турнир был самый сложный для тебя? Самый сложный был это Россия, чемпионат России. А вот в первый турнир ты не волновался, когда впервые выходил вообще в ринг? Волновался, волнение было очень сильное. А как ты себя настраивал? Меня тренер настроил и сам настраивался. В ближайшее время, если говорить, будут у вас какие-то старты еще в этом году? Да, сейчас планирую, сейчас готовимся. В конце ноября, 27 ноября у нас должен быть пройти турнир Кубок России должен пройти сейчас имени Грекова. То вот там готовимся сейчас. А так, сейчас, неделю назад мы участвовали в Кабардино-Балкарии, Нальчике. Там был матч, там была матчевая встреча была. Там Хамзат выиграл у финалиста России в весовой категории, где Хамзат боксировал на первенстве России, да, 40 килограмм. Там его соперник в Нальчике, это соперник в весе 44 килограмм, там вторым стал, это в России, финалистом России стал. И Хамзат сейчас неделю назад его выиграл. Чуть-чуть больше был он по весовой категории, габарит не был. А так вроде выиграли. Вот ты сказал, что это была командная встреча, да? Вот в целом, Да, сказать, как команда выступила? сборная Адыгея и сборная СКФО была встреча. А помимо Хамзата были еще наши ребята? Не, только один. Хамзат был Только единственный. Хамзат был, да. А в целом команда хорошо выступила? Нормально вроде, хорошо. Там хороший, яркий турнир был. Хорошие боксеры были. А вот помимо Кубка России еще какие-то старты будут в этом году? Ну, то есть помимо Хамзата другие ребята должны выступить? Конечно, сейчас в декабре будет турнир в Тернаузе. Тоже я планирую туда поехать. Команду выставить? Да, команду выступить свою. То есть у вас, получается, уже есть свой основной состав? Или вы еще там пытаетесь сформировать команду? От республики? Да, да, да. От республики я не знаю, кто там поедет. А если из зала брать, ребят? Из зала я там человек 10 поведу. То есть уже у вас есть основной состав? Да, конечно. Будут у вас какие-то сборы в этом году? Но пока у нас сборов нету, пока. Но у нас есть в зале, в республике все условия есть для этого, для подготовки, для любого чемпионата. И я как-то был у вас в зале, именно в селе Сагепши, да, там у вас два зала, да? Да. Внизу для любительского бокса и наверху для профи, да? Да. То есть и там ребята тренируются? Да, конечно, там на втором этаже, где профессиональный зал, там мы тренируем, индивидуально тренируем там. Ребята, хорошие ребята тренируем. А на первом этаже там новичков, общий зал у нас. То есть получается на втором этаже у вас тренируется основной состав? Да, основной состав, которые ребята результат сделали. И в конце нашей беседы, Магомед, Хамзат, поделитесь ближайшими планами. Какие у вас планы? Планы у нас на следующий год взять Россию опять, выиграть Россию. Сейчас в ноябре выиграть Кубок России. Хамзат, ты готов к предстоящему турниру, то есть Кубку России? Да, я готов. И какая у тебя цель? Выиграть? Снова выиграть? Да. Магомед, Хамзат, это Бахович, Болбек. Это была программа «Интурист чемпионом». Оставайтесь на канале Ингушетия.